Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайв «Эксперты о главном». В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Мы продолжаем цикл передач, посвященных Якутской Арктике, территории с огромным промышленным, транспортным и ресурсным потенциалом. В прошлом выпуске мы говорили о социальном и экономическом развитии арктических территорий региона. В этом обратим внимание на проблему глобального потепления и таяния вечной мерзлоты. Ученые по всему миру обеспокоены тем, как климатические изменения влияют на хрупкую арктическую экосистему. Так, деградация вечной мерзлоты грозит серьезными экологическими, социальными и финансовыми рисками. Тема нашего сегодняшнего выпуска – климатические изменения в Арктике, контроль вечной мерзлоты как основа стабильности территории. Климат в Арктике стремительно меняется. Только за последние 10 лет средние температуры в регионе поднялись на 0,75 градуса по Цельсию. Эксперты уверены, что таяние вечной мерзлоты – это серьезная угроза для зданий и инфраструктурных объектов. Тем более, что вечная мерзлота занимает более 60% территории нашей страны. Правительство республики активно отреагировало на климатические изменения в Арктике. Именно Якутия стала первым регионом в России, где в 2018 году был принят закон об охране вечной мерзлоты. И все-таки, почему деградирует вечная мерзлота? Какие исследования в этом направлении сейчас ведутся в Якутии и в России, и как они помогут в освоении Крайнего Севера? Давайте узнаем у наших экспертов. Сегодня с нами на связи эколог Всемирного фонда дикой природы Ирина Онуфреня, руководитель группы полярной океанологии Океанологического института РАН, почетный полярник России Сергей Писарев, а также директор Института мерзлотоведения, расположенного в Якутске, Михаил Железняк. Здравствуйте. 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 Ирина, расскажите, пожалуйста, какие климатические изменения сейчас происходят в Арктике и с чем предстоит столкнуться в ближайшем будущем? Мы все знаем, что Арктика, к сожалению, меняется, и, наверное, на это в ближайшее время, по крайней мере, наше поколение, несколько следующих повлиять уже не могут. И по данным Росгидромета, который выходит каждый год, потепление в Арктике и в России происходит в несколько раз быстрее, чем во всем остальном мире. А если говорить про территории, расположенные выше 60 градуса, то это почти в 4 раза. И, к сожалению, наша работа показывает, что изменения уже ощутимы, их уже можно заметить, их может увидеть каждый житель, живущий в арктических регионах. Например, это связано с ресурсами, которыми пользуется население. Например, дикий северный олень сейчас находится в угнетающем состоянии. Самая большая в мире арктическая популяция дикого северного оленя, которая расположена на Таймыре, частично в Якутии и Венкии, находится в плачевном состоянии. И один из основных факторов, с которыми это связано, это изменение климата. Надо сказать, что в Якутии правительство очень хорошо, очень правильно занимается охраной и поддержкой популяции дикого северного оленя. Поэтому вот Лено-Оленёкская популяция, она находится в гораздо лучшей ситуации, чем оставшаяся популяции северного оленя. Также все могут заметить, что в последнее время появилось больше информации о том, что белые медведи, например, часто заходят в населенные пункты. Это тоже связано с изменением климата, потому что ледовая обстановка меняется, лед становится гораздо позже. Белый медведь, который питается на льду, ему некуда деваться, поэтому он, конечно, идет в поселки, в деревни, на военные станции, где он может найти себе легкую еду на помойках собаки или что-то еще. Тоже климатический фактор, который всем нам виден и заметен. Более серьезная проблема связана, например, и это тоже повлияет на Якутию в большей части, с тем, что в связи с изменением климата происходит опреснение рек. И, скорее всего, по нашим расчетам, в скором будущем это может отразиться на тех людях, которые занимаются рыбалкой, потому что вынос таких больших рек, как Лена, Индигирка, Колыма, может поменяться состав рыб из-за того, что вода станет более опресненной, станет более теплой, из-за этого будет
повышаться мутность воды, и состав рыб, который привычен нашим северным народам, он, конечно, может поменяться, и это тоже, безусловно, скажется на местном населении. Хорошо это или плохо, какие новые рыбы придут, может быть, они будут более вкусные, более жирные или большие, мы не знаем, но это явно будет уже какая-то другой состав рыб. В целом, мне хочется сказать, что правительство Якутии в этом плане ведет очень правильную работу. В Якутии одно из самых больших в России и в мире покрытие системы особо охраняемых природных территорий. И это, конечно, очень сильно поддерживает и экосистемы, и виды, особенно в условиях изменения климата. И правительство Якутии всегда огромное внимание уделяет сохранению биоразнообразия, которое редкое или важное для населения, проживающего на территории Якутии. Поэтому здесь, мне кажется, люди, живущие в Якутии, они находятся в достаточно выигрышном положении по сравнению с многими другими нашими арктическими регионами. К сожалению, таяние вечной мерзлоты также сказывается не только на людях, но и на природе. Здесь мы можем больше делать более точные прогнозы и более хорошо понимать, как это влияет на человека, чем на природу. Спасибо, Ирина, за такой подробный рассказ. Глобальное потепление неизбежно изменит арктическую фауну, а с ней и жизнь коренных малочисленных народов Севера и жителей прибрежной Арктики. А теперь давайте перейдем к теме океана. Сергей Викторович, важнейшая часть экосистемы российской Арктики – это Северный Ледовитый океан. Его дно также сковывает вечная мерзлота. Вот какие изменения в северных морях происходят из-за глобального потепления? Что касается, конечно, вечной мерзлоты, она, так сказать, когда я был молодой, называлась вечной, да, это многолетне мерзлой. Раз она тает, то она уже не вечна. Вообще, нынешнее потепление, я бы хотел такую нотку внести, такую слегка философскую. Ничто не постоянно, в том числе и условия природной среды. И, кстати, дискуссия о потеплении Арктики, она уже была в нашей стране в 20-е и 40-е годы, я сейчас не буду. А потом опять все замерзло, и редкие ученые, которые утверждают о цикличности изменения климата, они как раз опираются на это, что за период инструментальных наблюдений, инструментами мы наблюдаем 120 лет, что для климата вообще ничто, то было, по крайней мере, уже одно потепление. И довольно сильно описано. Никогда мы такого не ожидали, и, как говорил Черномырдин, опять. То есть такие быстрые изменения, все эти слова уже сказаны в 20-е и 40-е годы. На этом сейчас остановимся. Про 20-е и 40-е. И у меня даже есть доклады. Национальная, условно, гидрометслужба США, НОАА, и ученый Шакальский в Лондоне выступает, это наш океанолог. Они говорят абсолютно одинаковые слова. И я меняю авторство и предлагаю зрителям угадать, кто что сказал. Они говорят одно и то же. Гидробионты меняются, новые рыбы заходят. То есть многие вещи были. Но это, нам все равно надо готовиться к изменениям. Так вот, что касается подводной, видимо, вы называете этих многолетне мерзлых пород. Имея в собеседниках здесь Михаила Николаевича, институт которого, вообще говоря, крупнейший в мире специалист по этому вопросу, мне бы вообще и помолчать. Что-то я скажу, что он потом, безусловно, лучше скажет. Дело это сложное с этой подводной многолетне мерзлыми грунтами. Вы же представляете, все эти модели дело хорошее, но надо бурить. Надо просто выходить в это море, промерзлое, несмотря на все потепления, и бурить. Как бурить? Вы должны или судно туда загнать с буровой установкой, или выехать на льду. На лед выехать, что и делает институт, возглавляемый Михаилом Николаевичем. Они выезжают на лед, у них такие очень тяжелые, 130 тонн у них эти санно-гусечные поезда, они идут по припаянному льду, сутками, выезжают с тем, чтобы потом пробурить эти 60 метров до нижней подошвы многолетних мерзлых грунтов. И для того, чтобы понять, что там действительно происходит, надо, во-первых, это делать каждый год, а во-вторых, по большой площади. Однако, да, мы, конечно, что-то знаем про подводную, назовем ее, мерзлоту. Да, она, судя по всему,
слегка деградирует. В некоторых местах миллиметры в год, в некоторых сантиметры. Там масса загадок. Это гораздо еще более сложно изучать, чем многолетние мерзлые грунты на поверхности. Да, изменения происходят. Но, не знаю, так ли они катастрофичны. Ну что, все меняется. Как? Мы должны приспособиться. Адаптация. Все. Спасибо. Проблема таяния вечной мерзлоты угрожает не только материку, но и Мировому океану. Однако последствия от ее деградации на суше куда серьезнее. Якутия – это единственный регион в нашей стране, где принят закон об охране вечной мерзлоты. Михаил Николаевич, вот наконец дошла очередь до вас. Ваш институт принимал активное участие в разработке этого закона. И расскажите, пожалуйста, какие предложения были внесены с вашей стороны и как сегодня обеспечивается стабильность мерзлоты в Якутской Арктике, ну и в целом по нашей республике. Я, конечно, добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые люди, кто нас смотрит сегодня. Конечно, я еще раз, пользуясь, наверное, случаем, хочу сказать о внимании нашего правительства к тем проблемам, которые есть. И вот этот шаг, который сделан, закон, и правильно его называть, наверное, закон о рациональном пользовании и сохранении мерзлоты, это правильный подход. Потому что охранять то, что изменяется и исчезает на нашей жизни, говорить очень сложно. Но тем не менее, вот этот закон в республике принят. И принят почему? Здесь и институт принимал активное участие как раз в обосновании. Зачем это? Как? Значит, что касаемо об изменении, изменения климата мы с вами только что услышали, конечно, оно идет изменение, мы его чувствуем. И совершенно верно сказано. Мы живем в природно изменяющихся условиях. Никогда не было у нас стабильных каких-то моментов, и всегда у нас жизнь, не жизнь, а и климатические условия, и природная среда, она изменялась и будет изменяться. И, конечно же, нам нужно прогнозировать для того, чтобы научиться правильно строить, правильно жить в этих условиях. Последние годы, последние, наверное, 30 лет мы заметили такое интенсивное изменение климатических условий. Конечно, она сказывается на территории распространения, говорят, многолетний мерзлый пород. Мы не чураемся слова и вечная мерзлота, потому что термин прочно вошел в жизнь, поэтому мы реально понимаем, что она не вечная, и все мы понимаем, что идут изменения, и даже чувствуем это сейчас. Наверное, наиболее сильные проблемы с изменением мерзлоты, они связаны как раз не с арктической, не в арктической территории, а в субарктической территории и в южных границах, где эти мерзлые толщи исчезают. И когда мы говорим об инженерных сооружениях, здесь четко нужно видеть проблему. Если грунты содержат в своем составе лед, то переход из одного состояния в другое при положительных температурах вызывает деформации. Если грунты не льдистые, то это хорошее основание для инженерных сооружений и нет особых печалей. Это самый простой момент. Что делается по оценке изменения? Для того, чтобы нам нормально жить и управлять и прогнозировать, нам, конечно же, нужны наблюдательные станции. Мы должны знать, не основываясь только на изменении температуры, что у нас дальше, нам нужны как раз реальные условия по наблюдению за динамикой сезонного талого слоя, за изменением влажности и, конечно же, за тепловым режимом грунтов. Эти три параметра позволяют при знании климата нормально спрогнозировать, что же будет с геокриологическими условиями. Сейчас на территории Якутска наблюдательных площадок, будем так говорить, наблюдательных площадок или скважин, их по разным подсчетам, кто-то говорит там порядка 300, но которые нормально наблюдаются, это порядка 30-35 точек, различных точек, в которых этот цикл есть 30, даже 45 лет. Один из таких моментов, там порядка 30 лет, это Тикси, это 10-летний параметр, это Черский, это Центральная Якутия, это Южная Якутия. Конечно же, проблема стоит серьезная, и сейчас, я думаю, в начале следующего года Министерством по развитию Дальнего Востока сейчас доделан такой проект или программа доделана и предложена создание системы мониторинга в Арктике. У нас с вами созданы нашими инженерами, нашими отцами и дедами созданы удивительные системы. Удивительная система – это свайная система. В Якутии большинство строится на свайных фундаментах.
Вот сама по себе свайная система, создавая проветриваемые подполья, она охлаждает температуру грунтов по отношению к естественным на 2 градуса. Это вот центральная Якутия. Но у нас есть и регионы, например, район Норильска. Да, там проветриваемые подполья, но там выпадает столько снега, что в зимний период эти проветриваемые подполья не работают и не несут этот эффект. И поэтому говорить о том, что в Норильске хорошо могут работать проветриваемые подполья, если не делать специальной вентиляции, принудительно, нет, это совершенно не так. То есть, если мы будем вести наблюдение, если мы будем знать, как изменяется тепловой режим грунтов под нашими сооружениями и в естественных условиях, мы с вами будем нормально жить и нормально планировать строительство наших сооружений, и они будут нормально работать. Спасибо, Михаил Николаевич. Надеюсь, что будем нормально жить, несмотря ни на какие изменения. Климат действительно меняется, но научное сообщество внимательно следит за ситуацией, разрабатывает решения, которые помогут в освоении этого региона. Бережное отношение к вечной мерзлоте, или, как правильнее, многолетней, ведь она не вечная, это залог безопасности инфраструктурных объектов не только во всей Якутии, но и во всей российской Арктике. Невнимание к этой проблеме может привести к печальным последствиям. Так, по одной из версий, ЧП в Норильске, где в конце мая произошел разлив топлива, случилось именно из-за таяния грунтов вечной мерзлоты и просадки свай, на которых стояла платформа с резервуаром. Пока закон об охране вечной мерзлоты действует только на местном уровне, в Якутии. При этом глава нашей республики Айсен Николаев на заседании Ленского клуба в сентябре отметил необходимость принятия федерального закона, обеспечивающего проведение мониторинга состояния вечной мерзлоты по всей российской Арктике. Все более актуальной становится проблема сохранения вечной мерзлоты на фоне глобальных изменений климата. К сожалению, пока Якутия единственный субъект Российской Федерации, который принял закон о сохранении вечной мерзлоты. Я считаю, что необходим федеральный закон по мониторингу состояния вечной мерзлоты, который бы сделал наблюдение за состоянием зданий, сооружений обязательным. Сегодня, к сожалению, это носит добровольный характер. А давайте узнаем, как реализуется инициатива главы Якутии у председателя постоянного комитета Илтумен по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева. Владимир Михайлович, здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о политике нашей республики по сохранению вечной мерзлоты. Значит, вначале хочу вспомнить историю. Значит, вопрос необходимости сохранения охраны вечной мерзлоты был поднят вначале людьми, которые практически работают и работали. Это строители, биологи, горняки и так далее. Что имеется такая проблема, появилась такая проблема. Приняли уникальный своего рода и единственный в стране закон об охране вечной мерзлоты на территории Республики Саха-Якутия. Вы, наверное, знаете о том, что руководство республики возлагает и уделяет серьезное внимание этой проблематике, поскольку мы ощущаем, знаем, видим, что идет серьезная деградация почвы. Поэтому глава нашей республики Айсен Сергеевич объявил о том, что будет в нашей республике проводиться специальный саммит по мерзлоте. Это, во-первых. Во-вторых, значит, темой Северного форума, который состоится, опять же, в Якутске, будет тема климата, тема, это, соответственно, вечной мерзлоты. Вот почему, значит, принят этот закон, он начал работать, мы сделали первые шаги. Считаем, что движение начато. Минвостокразвитие поддержала инициативу главы Якутии Айсена Николаева по принятию федерального закона о вечной мерзлоте на основе якутского правового акта. А на каком этапе разработки находится федеральный законопроект? Да, значит, мы этой тематикой на федеральном уровне занимаемся уже несколько лет. Значит, очень активно мы обсуждаем вот эти темы на уровне федеральной площадки, в стенах Совета Федерации, Государственной Думы. Значит, Ассоциация законодателей Дальнего Востока и Сибири очень серьезно, значит, поддерживает наши предложения. Нас поддерживают все северные субъекты Российской Федерации.
продвижение на федеральном уровне вот данного законопроекта без Александра Сергеевича никак не обходится, поскольку он буквально осенью этого года встречался с Николаем Петровичем, председателем профильного комитета Государственной Думы, поднял этот вопрос, и он активно, Александр Сергеевич, продвигает принятие этого закона. Нами, республикой, парламентом республики, с помощью нашей науки разработан проект федерального закона. Вы, может, помните, вот буквально недавно, летом этого года, у нас состоялся круглый стол с профильным комитетом Государственной Думы, и на этой площадке мы это тоже озвучили. И, значит, мы на днях ждем решения Комитета Государственной Думы по созданию специальной рабочей группы по, значит, изучению и по подготовке тех или иных проектов нормативных актов федерального уровня по данной тематике. Поэтому работа идет. Вечная мерзлота, она требует не только сохранения, но и правильного использования и получения для экономики страны каких-то положительных моментов. Спасибо. Глобальное потепление, таяние вечной мерзлоты — с этими проблемами сталкиваемся не только мы в Якутии, но и в других частях Арктики. И сегодня с нами на связи зарубежные специалисты из 2 арктических стран. Профессор Норвежского полярного института Ким Холман, преподающий сейчас в самом северном городе мира Лонгьере, и профессор Канадского института Лаваль, исследователь вечной мерзлоты и инженер Ги Доре. Hello, Mr. Holman. Hello, I'm very pleased to be here. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какими вызовами столкнулась норвежская Арктика из-за глобального потепления? И стоит ли вообще, на ваш взгляд, осваивать такую непростую с климатической точки зрения территорию? Мистер Хольман. Итак, стоит отметить, что мы в Норвегии замечаем множество изменений. Лед тает, температура океана повышается, некоторые виды рыб исчезают, на их место приходят другие виды. Мы замечаем изменения везде и повсюду. Когда вопрос стоит, нужно ли в принципе осваивать Арктику, у нас на него есть очевидный ответ. Конечно, нужно. Люди, как вид, должны осваивать планету, делать жизнь лучше и качественнее везде. Но Арктика — это очень чувствительный регион, и при ее освоении мы должны руководствоваться более высокими стандартами, чем где-либо еще. Таяние вечной мерзлоты — это серьезная проблема для Норвегии. Так, на севере страны этот процесс повредил многие здания, вызвал множество других проблем. К сожалению, таяние мерзлоты — это неизбежное следствие глобального потепления. Остановить таяние грунта в определенном, отдельно выбранном регионе просто невозможно. Человечество должно решить проблему глобального потепления в целом, снизив вредные выбросы в атмосферу. В Норвегии мы инвестировали огромные средства для того, чтобы защитить людей от негативных последствий таяния вечной мерзлоты. Так, например, в Лонгьере, в городе с 2000-м населением, мы построили стену из-за участившихся лавин. Потоки снега с гор были вызваны как раз таянием вечной мерзлоты. Лавины уносили жизни людей, разрушали здания. На строительство стены правительство выделило более $50 миллионов. Сегодня бремя от таяния мерзлоты ложится не только на природу, но и на бюджет. Спасибо. А как обстоят дела в Канаде, месье Доре? Хочу отметить, что Канада очень большая страна. Ее площадь более 10 миллионов квадратных километров. Конечно, это не так много, как у вас в России, но все же. Больше 50% наших территорий — это вечная мерзлота. Мы ощущаем сильный эффект от глобального потепления. Сильнее всего меняется именно прибрежная линия. Так начинаются сильные оползни, которые резко меняют ландшафт. Особенно последствия потепления чувствуются на арктическом побережье.
Там оползни случаются чаще и чаще с каждым годом. Конечно, все это влияет на природу и на жизнь местного населения. Таяние вечной мерзлоты, конечно, сильно бьет по инфраструктуре. В некоторых населенных пунктах на севере обрушаются здания, наблюдается эрозия дорожного полотна. К счастью, пока это случается крайне редко, но все же случается. При всех негативных аспектах изменения климата — это и новые возможности. Как считают некоторые эксперты, сегодня можно ожидать развития судоходства на севере, что в свою очередь оживит всю Арктику. Вы говорите о том, что антропогенное воздействие опасно для Арктики, и, может, поэтому стоит остановиться с освоением севера. Я не думаю, что это выход. Прежде всего, нужно помнить о северных поселениях. Разве можно заставить людей, которые знают и любят Арктику, взять и переехать? У нас на севере Канады проживают множество коренных народов. Арктика — это их история и родина. Конечно, мы не можем забывать и об экономических преимуществах от освоения Арктики. Канада во многом зависит от природных ресурсов. Общая проблема для всей Арктики – таяние вечной мерзлоты. Этот процесс необходимо замедлить. Так, у нас в Якутии принят закон об охране вечной мерзлоты. А что предпринимают канадские власти для защиты вечной мерзлоты? Какие используются технологии? Таяние вечной мерзлоты не остановить. Идеальный вариант развития ситуации — это если все человечество резко сократит выброс вредных веществ в атмосферу, а значит и производство, транспорт и так далее. Конечно, этого не случится. Значит, потепление на севере продолжится в любом случае. И у нас нет другого выбора. Мы должны адаптироваться. Это значит, что на местном уровне мы можем и должны развивать Арктику с учетом всех особенностей региона. Распространенная ошибка многих инженеров — строить на севере так же, как они строят и на юге. Обычные технологии не подходят для Крайнего Севера, особенно с учетом глобального потепления и таяния мерзлоты. Важнейшая задача — использовать специальный подход, эффективный именно для северных территорий. Мы поняли, что самое главное — это проводить постоянный мониторинг Арктики и находить именно те районы, где таяние вечной мерзлоты особенно сильное. Если таяние слишком активно, то мы прибегаем к определенным техникам строительства. Так, например, мы охлаждаем землю в зимний период с помощью специальных средств и бурения. Тепло буквально высвобождается из-под земли. Для этого используются системы вентиляции. Чтобы охладить мерзлоту, мы используем силу природы, естественный холод. При строительстве на вечной мерзлоте мы используем материалы, способные к активной теплопередаче. С их помощью тепло испаряется в несколько раз быстрее, чем из обычных материалов. Так, например, мы строим продуваемые насыпи, сквозь которые свободно проходит воздух, охлаждая тем самым мерзлоту под основанием. На сегодняшний день в Канаде нет законов по сохранению мерзлоты. В Арктике мы руководствуемся дизайн-кодом инженера, определенным документом, адаптированным к строительству на мерзлоте. Дело в том, что каждый инженер, который возводит объект на вечной мерзлоте, несет личную ответственность за свою работу. Если он потерпит неудачу, например, обрушится здание, то инженер предстает перед судом, и ему придется компенсировать нанесенный ущерб. Да, мы понимаем, что для безопасного строительства на вечной мерзлоте просто необходимо следовать четким законам, правилам, инструкциям. У нас пока нет таких законов и инструкций, но мы активно их разрабатываем. Главная цель для нас — создать безопасную инфраструктуру на севере и не допустить сильного таяния вечной мерзлоты. Thank you very much.
Ну что ж, мы узнали о европейском опыте и технологиях, которые помогают защитить вечную мерзлоту при освоении региона. Давайте узнаем и об отечественных разработках. Очевидно, что эффективное взаимодействие власти и ученых позволит им лучше понять друг друга и решить общую задачу по сохранению арктической экосистемы. С нами на связи Игорь Прокопюк, директор компании «Русгеотех», разработчика новейшей системы мониторинга вечной мерзлоты, а также руководитель управления государственного жилищного надзора Якутии Павел Тургунов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Владиславович, первый вопрос к вам. Ваша компания разработала систему автоматического мониторинга вечной мерзлоты. Расскажите, пожалуйста, в чем важность вашей разработки для российской Арктики и, главное, где она применяется? Система внедряется в настоящее время. Она применяется сейчас в основном на объектах нефтегазовой отрасли. А преимущество этой системы в том, что можно получать информацию о состоянии температуры грунтов в основаниях зданий и сооружений практически онлайн. То есть с заданной периодичностью система автоматически снимает показания и передает их на сервер заказчика. И экономится тем самым время и ресурсы. Нет необходимости выезжать на объект, чтобы сделать соответствующие измерения. И в особенности, если наблюдательных скважин очень много, это позволяет одномоментно получить данные со всех устройств. Наша система позволяет мониторить состояние грунта и своевременно принимать меры, тем самым сокращая затраты и на капитальный ремонт, и просто обеспечивая безопасность, я думаю, прежде всего. Павел Анатольевич, следующий вопрос к вам. Вечная мерзлота деградирует во многих арктических регионах нашей страны, как вот мы сейчас услышали про Норильск и так далее. Одна из задач вашего ведомства – это не допустить оттаивания мерзлоты при строительстве и эксплуатации зданий в Якутии. При этом бывает, что строители не так добросовестно относятся к этой задаче. Расскажите, пожалуйста, как вы контролируете застройщиков? Действительно, со стороны застройщиков, заказчиков, а также со стороны эксплуатирующих организаций есть, конечно, желание побыстрее, во-первых, построить объект, а также эксплуатировать с наименьшими расходами. И поэтому застройщики иногда пренебрегают своими обязанностями по мониторингу температуры вечномерзлых грунтов. Также управляющие компании тут тоже нам приходится предоставлять нам необходимые данные. И вот действительно то, что предлагает нам фирма «Русгеотех», для нас действительно очень было актуально. Если бы у нас все данные поступали независимо от, например, управляющих компаний, от собственников, было бы нам действительно намного проще, удобнее работать, мониторить за температурами многолетних мерзлых грунтов. Важный еще один очень момент – это то, что в конце года президент утвердил стратегию развития арктической зоны Российской Федерации и посвятил именно мониторингу многолетней мерзлоты в этой стратегии целый пункт. И в соответствии с этой стратегией к 2024 году должна быть создана государственная система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации многолетней мерзлоты. А что такое Россия, да? И что такое государственная система? Россия, прежде всего, это субъекты федерации. И система, она тоже состоит из элементов. И вот если бы в Якутии мы смогли бы обсудить вот хотя бы возможность создания этой системы, то мысли по этому поводу у нас есть. Как это сделать наиболее эффективно, тоже понимание есть. То, что эта система должна быть построена не только за бюджетные деньги, это понятно и очевидно. Почему? Потому что у каждого объекта есть собственник. Неважно, какой это объект, промышленный, жилой, социальный, культурный, без разницы. И собственник обязан мониторить свой объект и следить за его безопасной эксплуатацией.
Вот если бы мы смогли создать интегрированную сеть, и собственники бы делились, например, с управлением мерзлотного надзора, то, мне кажется, Якутия могла бы стать первым регионом в Российской Федерации, который бы удалось создать такую сеть. Спасибо огромное, было очень интересно. Игорь Владиславович, Павел Анатольевич. Спасибо за приглашение. Арктика – это хрупкая экосистема, при этом осваивать регион можно и нужно. Для безопасного развития Арктики власти и бизнесу необходимо внимательно прислушиваться к мнению ученых и экологов, развивать международное сотрудничество, строить объекты и развивать инфраструктуру с соблюдением всех норм и требований. Инициатива Якутии по продвижению закона об охране вечной мерзлоты на федеральный уровень – это прекрасный пример того, как опыт и экспертиза одного арктического региона может послужить на благо всей российской Арктики. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая Ирина Ефимова. До свидания.